Всем добрый день, с вами Зада. Сегодня будем готовить закусочный торт из печени. Для этого нам необходимо хорошенечко промыть под проточной водой печень, очистить от жилок и пленки, нарезать на небольшие кусочки и также хорошенечко надо промыть ее. И замачиваем в небольшом количестве молока дальше. Минут на 10-15 оставим, сливаем молоко по истечении времени и дальше уже пропускаем через мясорубку. Дальше солим, перчим, добавляем яйца, молоко и хорошенечко венчиком взбиваем. Дальше добавляем муку и, чтобы не осталось комочков, тоже тщательно взбиваем. Муку уже берите сами, сколько потребуется вам, но чтобы консистенция массы была вот как на видео, не сильно густая, не сильно жидкая. Дальше у нас на плите сковородка уже нагревается, огонь должен быть предельно сильный. У меня, например, 8, 9 – это сильный огонь. А вы уже смотрите сами, конечно. Наливаем масло в сковороду и вот так половником наливаем массу нашу и распределяем по всей поверхности сковородки лопаточкой или ложечкой. Вот смотрите, вот поверхность немного схватилась, и мы накрываем крышкой обязательно. Дальше переворачиваем. Если сломается блин, как у меня, ничего страшного, мы его будем скреплять майонезом. Дальше накрываем крышкой и доводим до готовности. Итак, все блины испечем и даем остыть. Если не получится лопаточкой перевернуть блин, потому что он ломкий, можно другим способом, который вам более понятен и более практичен. Например, со сковородки можно перевернуть блин на тарелку плоскую и с тарелки на сковородку. И масло каждый раз надо будет, на каждый свежий блин масло надо будет подливать. С этого количества ингредиентов у меня получилось 2 торта по 5 коржей, а вы уже смотрите сами. Если вам много, то можете взять половину порции. Готовится этот торт легко и просто. Из самых простых ингредиентов. Получается очень сытно и вкусно. Я для своей семьи готовлю так. Попробуйте и вы. Это очень вкусно. Украшайте по желанию. Приятного аппетита!